Я проверял свои посты, своих ребят, вверх по Абдрахману в сторону третьей детской больницы. Он глаза открывал, просил воду, смотрел по сторонам, вот, в шоковом состоянии он был. Рядом родителей не было, там сестренка его, сестра его только была. И за рулем, оказывается, был сосед, а родители приехали только в больницу. Думал, поскорее бы довести этого мальчика в больницу и постараться помочь. И я не стал, не раздумывая, посадил машину и включил мигалку и поехал в сторону больницы. Потому что пробки были, верно, пробки были, но я старался их объезжать по встречке, включая сирену, мигалку, прося помощи у народа, чтобы пропустили, что в машине есть больной ребенок. По громкой связи говорил и мигалку включал. Люди отвлекались, по сторонам машину убирали. А по приезду в больницу я поднял ребенка, на руках нес, побежал в сторону реанимации к врачам. Это, начал кричать: помогите, кто-нибудь там, у меня тоже есть дети. Смотря на ситуацию со стороны и понимая боль этого ребенка, я не смог сдержать свои слезы. Мне было очень больно, понимая, что какую боль он сейчас испытывает. Я до 3 часов был в больнице, разговаривал с отцом. В 3 часа ночи отец поехал искать вакцину. Вот потом уже, когда отец сказал, что он уже проснулся после операции, я уехал домой. Я думаю, каждый милиционер должен быть стрессоустойчивым. В таких ситуациях мы, во-первых, должны не терять себя, должны помогать народу. Это наша работа, помогать людям. Каждый сотрудник милиции, думаю, поступил так же, как я. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Самое главное, без присмотра не оставляйте. Я бы хотел обратиться к гражданам. Всегда обращайтесь к сотрудникам милиции. Мы всегда готовы помочь. У нас всегда в приоритете это безопасность наших граждан. Мы готовы всегда помогать и будем помогать и дальше.